Перед отправкой картофеля на экспорт сначала необходимо установить его фитосанитарное карантинное состояние. Этим занимается подведомственный Россельхознадзору Чувашский филиал Федерального центра охраны здоровья животных. В нем тщательно исследуют образцы продукции, которые приносят представители АПК республики, а также собирают сами специалисты. Почему это важно для любого сельхозпроизводителя? Анна Центовская продолжит. Чтобы отправить свою продукцию за пределы Чувашии или же за границу на экспорт, сельхозтоваропроизводителям сперва нужно получить карантинный или фитосанитарный сертификат. Для этого они обращаются в Федеральный центр охраны здоровья животных, где высококвалифицированные специалисты проводят все необходимые исследования. Сельхозтоваропроизводителю нужно получить заключение об установлении фитосанитарного состояния подкарантинной продукции. Лаборатория оказывает услуги в области карантина растений, то есть проводит энтомологические, гербологические, микологические и фитогельминтологические исследования. К примеру, если осуществлять посадки непроверенным картофелем, можно занести множество болезней, которые потом будет трудно искоренить. Вывозить и ввозить такой картофель внутри страны, а тем более за ее пределы, нельзя. Сертификат, который получает заказчик на основании заключения лаборатории ФГБУ в НИИЗЖ, гарантированный документ, который принимается во всех странах и организациях. У нас в Чувашской республике установлены карантинные фитосанитарные зоны на землях личных подсобных хозяйств 11 районов республики. Это явилось следствием того, что картофель у нас выращивается на одном и том же месте у участников без смены культуры. Мы рекомендуем проводить исследования в подведомственной Россельхознадзору организации, это ФГБУ в НИИЗЖ, поскольку она проводит все виды экспертиз по принципу одного окна. Не нужно будет ходить искать, где-то делать, допустим, один вид исследований в одной лаборатории, другой вид исследований в другой лаборатории, а тут очень удобно, все в одном месте. В прошлом месяце в лаборатории прошло доукомплектование. Появилось новое оборудование, благодаря чему сократились сроки исследования и расширился спектр услуг. Сельхозпроизводители могут обратиться по всем вопросам по адресу улица Ярославская, дом 76, помещение 12 или по телефону 70 99 10. Анна Центовская, Павел Редков, Республика.